Воскресенье, 21:30. Время подводить итоги на канале БСТ. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Сразу 4 смерти в одной семье. Скончались до приезда скорой медицинской помощи. В аварии в Белорецком районе погибли родители и 2 маленьких детей. Могла ли помешать непогода? В Зауралье снег. Я заметил, что она уже ехала боком в меня. Она на повороте пошла в занос. Въезд и выезд запрещен. Посты контроля в 2 городах и 5 районах республики. В республике находятся свыше 1700 граждан Киргизии. Невольные гости прибывают. Граница с Казахстаном по-прежнему закрыта. Как быть тем, кто ждет отправки домой? Собираемся уже идти пешком дальше, до границы. Теперь без приставки «вице» правительство Башкирии возглавил Андрей Назаров. Почему премьера ждали так долго? До последнего, как говорится, думал, правильно ли я делаю выбор. Месяц срока на новый кабинет министров. Ждать ли громких увольнений? По кому-то будут какие-то решения, но это, в общем, требует проработки. Больше не друзья-соседи. Стройка скандального жилого комплекса остановлена. Вложили, не вложили. Едете к мэру города и с ним разбираются. Мне дальше не интересно. Застройщикам отныне пропишут правила, что делать можно, а что нельзя. Город без сверхприбыли и вороватых контролеров. Выиграть жизнь в лотерею. Наша дочь будет жить. Спасибо всем большое. 3-годовалые малышки из Башкирии выиграли лекарство за 160 миллионов рублей. Спасительный укол сделают бесплатно, сбор закрыт. Наша Маргоша выиграла в лотерею препарат Золгицма. Но еще есть те, кому столь нужна наша с вами помощь. Целая семья, именно 4 человека погибли в жуткой аварии, которая произошла в Белорецком районе. Столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Volvo. От мощного удара легковушку выбросило в кювет. ДТП произошло на опасном участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк. По словам очевидцев, на тот момент было очень темно и шел проливной дождь. И вот что инспекторам рассказал водитель грузовика. Ехал в Уфу для доставки груза. Спускаясь со спуска, мне вылетела машина на встречную полосу. Я заметил, что она уже ехала боком в меня. Она на повороте пошла в занос. И произошло столкновение. Потом что, как машина оказалась в кювете? Этого я не видел. 32-летний водитель Volkswagen и его пассажиры, 26-летняя жена и 2 детей, 3-летняя девочка и 5-летний мальчик скончались на месте ДТП еще до приезда скорой помощи. На дороге разбросаны игрушки, которые отец вез в подарок малышам. Известно, что семья возвращалась в Белорецк из аэропорта, мужчина работал в Москве. В субботу супруга вместе с детьми встретили главу семейства в Уфе после очередной вахты, и они вместе ехали домой. Похороны семьи намечены на завтра. Между тем, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Так, в Белорецком районе уже сегодня идет снег с дождем. 20 сентября 2020 года. Тещин язык. Снег идет. Уже завтра снег ожидается по всей республике. Температура воздуха ночью 0+5. Днем воздух прогреется до 8, местами до 13 градусов тепла. Поэтому мокрый снег быстро растает, но водителям стоит быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим, поскольку на дорогах может быть гололед. А вот бабье лето все же будет, успокаивают синоптики. Сухая теплая погода с температурой +20 должна установиться в республике с 24 сентября по 2 октября. Главным политическим событием этой недели в Башкортостане стало назначение премьер-министра республики. Правительство возглавил Андрей Назаров. Последний год он работал первым заместителем и де-факто уже руководил кабинетом министров. Назначение, по сути, было анонсировано еще весной, но время шло, премьера не было. Ради Хабиров пояснил, все это время он думал над выбором. Теперь у Андрея Назарова есть месяц для размышлений, кого лишить кресла в Кабмине, а кого-то, быть может, и повысить. С подробностями Руслан Батыргареев. 28 октября 2019 года. Ради Хабиров определяет структуру правительства Башкортостана. Рядом с главой республики появился пустующий стул.
Позже выясняется, что он предназначался для Андрея Назарова. С этого дня первого заместителя премьер-министра республиканского правительства. И так на протяжении 11 месяцев, находясь по правое плечо от главы республики, вице-премьер участвует в решении важных и серьезных для региона вопросов. Новость о том, что ему добавят полномочия, Андрей Назаров узнал ранним утром этого четверга от Радия Хабирова. А спустя пару часов глава республики просит башкирских парламентариев поддержать кандидатуру Назарова на пост премьер-министра правительства Башкортостана. Я уверен, и в этом смысл формирования мной, моей команды управленческой, что все-таки решать такие нестандартные и сложнейшие задачи, которые мы перед собой ставим, и ставим, республика ставит перед собой, и оправдать доверие миллионов наших жителей можно только с очень сильными людьми. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Андрея Назарова. Выступая перед парламентариями, руководитель Кабмина сразу обозначил приоритеты в социально-экономическом развитии республики до 2024 года. Здравоохранение, образование, спорт, увеличение продолжительности жизни населения, рост зарплат, поддержка малого бизнеса. При этом в ближайшие 4 года количество чиновников сократится на четверть. Новый состав правительства должен быть сформирован в течение месяца. Сразу могу сказать, что, наверное, большая часть людей, которые работали, доказали свою эффективность и выкладывались, и компетенции у них очень высокие, и уже, в общем-то, вошли в работу, и поэтому, может быть, многих нет смысла заменять, потому что они, в общем, очень результативны. Ну, наверное, по кому-то будут какие-то решения, но это, в общем, требует проработки. Родился в Баймаке, но вырос в Сибае. Свою трудовую биографию Андрей Назаров начинал с водителя. Позже успешный бизнесмен. Рассвет политической же карьеры приходится на 1998 год, когда Назаров стал самым молодым депутатом Сибайского горсовета. В 2007 году стал депутатом Госдумы. Он автор 28 законопроектов. Креативный, творческий человек, проявивший себя как эффективный государственник, характеризуют Андрея Назарова и его коллеги. Такой солидный багаж опыта уж точно лишним для республики не будет. Теперь в качестве премьер-министра. Я как-то уже говорил, что Андрей Геннадьевич уже фактически де-факто исполнял обязанности руководителя правительства, поэтому это, собственно, текущая работа. До последнего, как говорится, думал, правильно ли я делаю выбор. Но вот Андрей Геннадьевич своим трудом доказал, что правильно, надеюсь. Поэтому вот сегодня все и произошло. Эти 11 месяцев для Андрея Назарова стали настоящим испытанием. Как он признался журналистам, управлять правительством, а он фактически им управлял, дело не из легких. Когда я пришел на работу вот сюда, в правительство, я понял, что направления работы такие разносторонние. Ну, то есть ты вышел с совещания по здравоохранению, ты зашел на обсуждение вопросов по образованию, ты вышел с образования, начали решать вопросы по экономике, ты вышел с экономики, начал о спорте, ты вышел со спорта, культура. Если в Государственной Думе ты сидишь, профильные депутаты докладывают, а ты просто кнопки нажимаешь, вот. Ну, когда не твой вопрос, не профильный, не твоего комитета, то здесь так не получается. Будучи первым заместителем в правительстве, Андрей Назаров отвечал за экономику, формирование бюджета и эффективное использование госимущества. И несмотря на все трудности, в том числе связанные с пандемией, Назарову удалось стабилизировать бюджетную систему, сократить ненужные траты, найти деньги на все социальные антикоронавирусные выплаты в непростых условиях, максимально быстро построить один из лучших в стране антиковидных госпиталей, поддержать малый и средний бизнес. Впереди еще большие планы. Сам Андрей Назаров видит своей миссией сделать Башкортостан одним из самых комфортных для проживания регионов страны. Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Артур Елаев и Виктор Меренков. Итоги недели. Уфа. В Башкортостан поступила первая партия вакцины от коронавируса. Отечественный препарат способен выработать у человека иммунитет сроком до 2 лет. Вакцину отгрузили на склад Башфармации, где имеются холодильные установки. Уже оттуда она поступит в ряд медицинских организаций республики. Пилотная партия – 40 доз. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, первыми жителями Башкирии, которыми сделают прививку от COVID-19, станут медики, а именно врачи, которые работают в красной зоне. Массовая же вакцинация населения начнется с ростом производства и завершения исследований. И вот новые цифры оперштаба. За сутки коронавирус обнаружен еще у 33 жителей региона. Внебольничная пневмония – 96 новых случаев. Количество смертей за весь период пандемии – 34.
На границах 7 районов республики выставлены спецпосты. Въезд и выезд иностранцев, а также россиян, не проживающих на этих территориях, запрещен. На неделе Ради Хабиров вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Ограничения касаются городов Кумертау, Салават, а также Илишевского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мелеузовского и Туймазинского районов. В Госкомитете по чрезвычайным ситуациям пояснили, что причиной стал большой наплыв граждан из Киргизии. В республике находится свыше 1700 граждан Киргизии. Из-за ограничительных мер они не могут пересечь границу и попасть к себе домой. Указ регламентирует их пребывание на нашей территории, а также регулирует действия администрации отдельных районов Башкортостана в части предоставления питания и размещения. Итак, на изломе, по последним данным, продолжают находиться почти 2000 граждан Киргизии, которые застряли на границе республики с Оренбургской областью. Всех иностранцев распределили по 4 муниципалитетам республики. Людей временно разместили в палатках, гостиницах и общежитиях. Невольные гости все как один благодарны башкирскому правительству, но говорят, дома все-таки лучше. Они ждут, когда же для них откроют зеленый коридор, который пролегает через Казахстан. Обстановка накаляется, в республике уже ожидают новые автобусы с пассажирами. Наш корреспондент заглянул, как сейчас обстоит дело на границе, и попытался узнать, когда таможня даст добро на их переправку. Надеем каждый день, каждую минуту сейчас, каждый час надеем, чтобы открыть. Это не учение и не театр боевых действий, но ситуация не менее экстремальная. Куюргазинский район уже стал своеобразной точкой невозврата. Сотни граждан Киргизии были вынуждены остаться здесь, потому что дальше дороги нет. Отсюда до Оренбургской области около часа езды. Изначально было порядка 19 автобусов, но часть из них впоследствии развезла иностранных граждан по другим пунктам размещения. Но вот основная масса находится в этом палаточном лагере. И это общежитие на скорую руку. Буквально за 5 часов соорудили сотрудники МЧС. Мигрантов попытались обеспечить всем необходимым, насколько это возможно. Работает бесплатная полевая кухня. К лагерю подвозят воду, чтобы была возможность умыться. Но и жить здесь долго тоже нельзя. С каждым днем погода становится холоднее. Собираемся уже идти пешком дальше, до границы. Мы не можем уже ждать здесь. Вчера ночью у нас все, условия есть, но все равно мы вчера ночью замерзли. Все они приехали в Россию на заработки еще до пандемии и закрытия границ. В основном в Питер и Москву. Во время карантина многие сидели без работы. И вот теперь решили вернуться на родину к своим близким. Однако граница Казахстана оказалась закрыта. А на днях и Оренбургская область запретила въезд мигрантов на свою территорию из-за их слишком большого скопления. Понять соседний регион можно, ведь и там уже скоро, кажется, не хватит места всем иностранцам. В похожей ситуации и Самарская область. Некоторые пассажиры продолжают жить внутри салона. Люди боятся, что водители, которые по сути должны были отвезти их до границы, уедут. Эта женщина на 8-м месяце беременности. Переживает, как бы схватки не начались прямо в пути. Сидим целое время. Вот ноги опуханные уже. Опять сказали, что начинается 2-я волна карантина. Вот на это я хочу, чтобы уехать домой. Оставаться не хочу. Денег же нет уже. Потратили все денег во время карантина. Вот поэтому. Часть уроженцев Киргизии разместили в спортзале Ермолаевского физкультурно-оздоровительного комплекса. Тут теплее. Есть даже нечто вроде кинотеатра, чтобы не заскучать. Правда, спать приходится на матах на полу. Все расходы на содержание легли на местный бюджет. В общей сложности невольных заложников ситуации приняли у себя 4 муниципалитета. Спасибо этому народу и администрации, что здесь нас кормят, поят. Тепло здесь. Говорят, что пандемия, но здесь все как мясорубки. Люди, видите, все. Не соблюдаются никакие дистанции. Можно и заразиться, если честно, да. Ну как на войне получается. Это же как биологическая атака получается. Республиканские власти пытаются сделать все возможное, чтобы решить ситуацию. Впрочем, вопросы открытия иностранной границы не в их компетенции. Договориться с Казахстаном пробует киргизское консульство. На территории Казахстана создана межведомственная комиссия, которая определяет сроки пересечения границы. Посол Киргизии в Москве господин Джекшенкунов находится в постоянном контакте со своим коллегой в Астане. Надеемся в ближайшее время
разрешения ситуации. Сегодня в Оренбургскую область прибыли представители киргизского посольства для решения вопроса своих граждан. Впрочем, главное из них – как можно скорее вернуться домой. Все понимают, что вполне реально угроза получить новый очаг распространения коронавирусной инфекции. Очевидно, что сюда приедет еще не один автобус. Артур Шамсудин, Артур Елаев, Роберт Давлетбердян, Виктор Миренков и Ильдус Камалеев. Итоги недели. Куйргазинский район. Города будут развиваться так, как хотят жители, а не по желанию любящих сверхприбыли застройщиков или же вороватых контролеров. Цитата из поста Ради Хабирова. На неделе глава региона запретил точечную застройку по улице Шата-Руставели. Он потребовал свернуть строительство в течение 2 дней. Застройщик ответил, что законных оснований для остановки нет, но перечить руководителю республики не стал и прекратил возведение многоэтажки в тот же день. Как выясняется, только за 2 последних года выдано разрешение на застройку площади более чем в 4,5 миллиона квадратных метров. И все это в основном точечная застройка. Репортаж Динары Таймасхановой. Слезы, объятия и аплодисменты. Решение, которое поставило точку в их борьбе, стало неожиданным, но долгожданным. Прямо во дворе дома по улице Шата-Руставели Ради Хабиров запретил строить многоэтажку, против которой выступали местные жители. Уже на месте у него не было сомнений в нарушениях градостроительного и земельного кодексов. Застройщику он дал срок в 2 дня, чтобы свернуть все работы. Я вам даю срок, вот там день-два начинайте ремонтировать, строить не будем. Вопрос закрыт. Что вы там вложили, не вложили, видите мэру города и с ним разбирается. Мне дальше не интересно, строить не буду. Упаси Господи, если хотите со мной повоевать, давай воевать. А вот самим жильцам воевать пришлось долго. Все началось еще в 2013 году, когда по соседству с ними началось возведение 16-этажки. Почти сразу несущая стена их дома треснула. Ситуация впоследствии вроде бы стабилизировалась. Шов не расходился дальше. Но в марте этого года жители увидели впритык к своему дому металлический забор. Понадеялись, появится детская площадка. Но вместо нее вырубленные деревья, котлован и сваи. Оказалось, под их окнами компания ПСК-6 начинает возведение дома в 34 этажа. Голодовки, штрафы, одиночные пикеты у мэрии и на Красной площади. Арест на 3 суток активистки Аллы Яковлевой. Чтобы отстоять свои права, пришлось идти на крайние меры. Купить квартиру с зелеными насаждениями во дворе. Когда птички, по утрам у нас здесь пели птицы. Нам этого не хватает. У нас здесь жили белки. И теперь человеку говорят, у тебя вместо дерева будет бетонная стена напротив тебя. Представляете, как человек себя чувствует, да? Я бы увидел у соседей, что они там на завтрак, и на обед, и на ужин кушают. И, естественно, если бы не зашторены окна, мы бы друг друга видели, наверное, за руку здоровались. Видимо, на такую дружбу и рассчитывал застройщик, назвав будущий жилой комплекс «Друзья-соседи». Но местные жители боялись, что не смогут даже познакомиться с новоселами. Их дом может не выдержать еще одной стройки рядом. После запрета главы республики работы, которые он назвал варварскими, остановились. На сегодняшний день законных распоряжений о приостановке строительства не поступало. Однако к заявлению главы региона мы прислушиваемся, чтобы в течение короткого времени найти решение. Главное, чтобы у дольщиков хватило терпения и понимания, пока мы будем разбираться в данной ситуации. Кстати, страдают от близкого соседства и жители дома по улице Красина, 19. 18-этажное здание будет практически напротив их окон, сетуют они. Хотя изначально по проекту там предполагалось возведение фитнес-центра в 4 этажа. Существует такое понятие, как норма инсоляции, гигиеническое требование. Так вот, жильцы общежития боятся, что перестанут видеть солнечный свет. Желая добиться отмены разрешения на возведение высотки, они обратились в суд. Месяц назад с площадки исчез паспорт объекта, но стройка не останавливается. Многоэтажки, если строятся в микрорайоне, только многоэтажки должны быть. Если малоэтажка должен быть там. В советское время должен быть дом от дома на расстоянии падения его. Вот видите, это те времена по гражданской обороне, это так рассчитывали. До прихода нашей команды там выдано разрешение на строительство, которое мы, в общем-то, чисто юридически не можем отменить. Выдано на более чем 4,5 миллиона квадратных метров, из них довольно большое количество, так называем, точно. Ну, надо вести просто такой диалог с застройщиками.
Проблема точечной застройки актуальна для республики. По сути, это не только нарушение границ. У людей отбирают законную придомовую территорию. Возможно, в будущем таких противостояний удастся избежать. В Башкортостане появится главный архитектор. Все строительные площадки региона окажутся в зоне его ответственности. Динара Таймасханова, Вадим Исламов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Уфимские хирурги пришили пациенту ногу после ампутации. Уникальную операцию провели в 21-й городской больнице. Житель Баймакского района лишился конечности в поле во время работы косилкой. Пострадавшего с санавиации экстренно доставили в Уфу. И уже здесь провели реплантацию правой голени. О том, как себя чувствует пациент сейчас и о самой операции, расскажет Эмиль Тимашев. На своих двоих Рафис Урманов прийти на прием к врачу все еще не может, но это только пока, уверены врачи. После операции прошло меньше 2 месяцев. Пришитую голень хирурги скрепили при помощи специального фиксирующего аппарата. И самое главное, что отмечают на осмотре, у пациента наблюдается пусть и небольшая чувствительность в конечности. Состояние на данное время удовлетворительно, хорошо себя чувствую. Нога успешно заживает. Всем спасибо, да. То, что сотворили медики, пациент называет не иначе как чудом. Ногу ему пришили после серьезной травмы. Рафис работал в поле на косилке, и по нелепой случайности под лезвие попала правая конечность. Достаточно продолжительное время раненый находился в поле, пока на подмогу не подоспели сельчане и скорая. Первую помощь оказали баймакские медики, после чего пациента транспортом санавиации отправили в Уфу, в 21-ю больницу. Стопа висела на кожно-мягкотканном лоскуте, то есть нервы сохранены, сухожилия, были повреждены мышцы. Естественно, их мы восстанавливали. И восстановили, естественно, артерию. Пациента в экстренном порядке осмотрела дежурная бригада травматологов и сосудистых хирургов. Времени было мало. С каждым часом все больше появлялся риск некроза тканей. Операция длилась 6 часов. Врачи под микроскопом сшивали мельчайшие сосуды. Очень маленькими нитками, там 8-кой. Вот, с увеличением 6-кратным. Если его плохо ушить, сосуд быстро тромбируется, да, и потом в последующем может наступить некроз, отторжение, так скажем, конечности. После операции в больнице Рафис пролежал 2 недели. По словам медиков, реплантированная конечность прижилась. Впрочем, это лишь начало. Теперь мужчине предстоит пройти долгий курс реабилитации, прежде чем он сможет нормально ходить. Эмиль Тимашев, Артур Шамсудинов, Булат Закирьянов. Итоги недели. В Дуванском районе построят бассейн и ледовый дворец, а в Хайбулинском – крупнейшую полилингвальную школу Зауралья. На неделе Ради Хабиров совершил рабочую поездку в северные, а на выходных уже в самые южные муниципалитеты республики. Жители региона смогли пообщаться с главой Башкортостана и рассказать о волнующих их проблемах. Азат Садриев расскажет подробности. 10 лет мы ждали этого зала. Люди плакали на открытии и думали, вообще никогда в жизни не дождутся. Социально-культурный центр теперь гордость села Дуван. Двухэтажное здание, зрительный зал на 300 человек, детская школа искусств, кинозал и библиотека. Строительство обошлось в 100 миллионов рублей, которые пришли из федерального бюджета. Еще 20 дала республика на покупку оборудования. Он очень востребованный. Жители села очень хорошо ходят. Значит, для детей у нас занятия проходят, а также у нас жители 55+, также посещают этот зал. В ближайшие 2 года в Мисигутово построят новый бассейн и ледовый дворец. А жителям села Тастоба пришлось под дождем выйти на дорогу с плакатами, чтобы привлечь внимание главы Башкортостана к своей проблеме. Люди рассказали Радио Хабирову о затягивании сроков возведения новой школы из-за недобросовестного подрядчика. Я сейчас своих строителей тоже дам, как говорится, по голове. Наберемся терпения. И вот я прям специально, у меня и зампремьер этим будет заниматься. 1 сентября следующего года запустимся. А в селе Акьяр Хайбулинского района строительство новой школы уже началось. Учиться в ней будут 550 детей. Рядом возведут интернат на 140 мест. После окончания строительства новая школа станет самым большим образовательным учреждением в Хайбулинском районе. Территорию вокруг здания облагородит, и она будет похожа на парковую зону. Ну а первый звонок в новой школе прозвенит уже 1 сентября 2021 года.
Стоимость объекта почти 500 миллиона рублей. Пока ведутся земельные работы по подготовке будущего фундамента. Грунт здесь просадочный, поэтому строители решили вбить по периметру 2064 сваи. Глава Башкортостана Ради Хабиров, посетивший площадку, отметил, что после сдачи под ключ это будет непростая школа. По плану 10 полилингвальных школ делать. И я вот смотрел, с Баймаком разговаривал, но Баймак пока не готов. Может быть, в вашей школе статус дадим? Очень будет хорошо. С Министерством образования тему разговаривать начали. Если вы поддержите, было бы идеально. Посещать школу будут в том числе дети из нового микрорайона Северо-Восточный, жители которого тоже вышли пообщаться с главой региона. Особая просьба людей обратить внимание и на дошкольное воспитание. Демография растет, а детских садов не хватает. Еще пару лет назад жители села Бурибай жаловались в соцсетях на неблагополучную экологическую ситуацию. После этого местный горно-обогатительный комбинат стал уделять больше внимания рекультивации своих отходов. Сегодня проблема решена. За 2 года предприятие вложило почти 1 миллиард рублей в модернизацию производства. Вот предприятие, которое направляет все на развитие. Полностью. Все направляем в производство, обновляем технику, модернизируем, перевооружаемся. Фермеры района вновь испытали на себе все капризы природы. Сначала засуха не дала в полной мере взойти урожаю, а дожди в конце июля едва не погубили то, что удалось вырастить. После встречи с главой Башкортостана аграрии муниципалитета вздохнули с облегчением. Республика поможет решить вопрос с приобретением техники в следующем году. Фермеры получат субсидии, а также поддержат друг друга в преддверии нового сезона элитными семенами. Некоторым хозяйствам все же повезло вырастить достаточно зерна, капризы природы коснулись их в меньшей степени. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Артур Ханов. Итоги недели. Дуванский и Хайбулинский районы. Материнский капитал вырастет, об этом сообщает Минтруд России. Выплата будет проиндексирована на 3,7%, исходя из прогнозного уровня инфляции. Таким образом, с 2021 года размер мат-капитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго. Таким образом, прибавка составит более 20 тысяч рублей. Если же ранее семья уже получала выплату за первенца, то доплата составит 155 тысяч. По данным Пенсионного фонда, большинство семей направляют средства мат-капитала на улучшение жилищных условий. И сейчас о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Эмиля Басареева. В Уфе вынесли приговор недобросовестным застройщикам ЖК «Треугольник», обманувшим пайщиков на десятки миллионов рублей. Разиф Абдрашитов был приговорен к 2 годам в колонии общего режима, а Андрей Чеботарев получил столько же, но условно. Плюс должен будет выплатить 900 тысяч рублей штрафа. Примечательно, что оба подсудимых совсем недавно вышли из мест лишения свободы за аналогичные махинации по делу ЖСК «Дуслык-Строй». Полиция начала проверку по факту избиения ребенка на детской площадке, которая позже переросла уже в драку 2 отцов. ЧП произошло в Стерлитамаке. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах мужчина подходит к мальчику и дважды бьет его по голове с такой силой, что ребенок отлетает в сторону. Под Оржевом найдены останки красноармейцев из Башкортостана. Это Алферов Яков Иванович из Уфы, Сабирьянов Анвар Сабирьянович из Белебеевского района, Харитонов Федор Никанорович из Уфимского, Матвеев Батыша Матвеевич из Кушнаренковского. Сейчас нашли родственников всех красноармейцев. Обнаружить останки удалось благодаря местной жительнице, указавшей поисковикам на неучтенное захоронение. Там лежали 35 красноармейцев из 361-й дивизии, которая была сформирована в сентябре 41-го в Башкортостане. В годы войны местные жители собирали с полей сражения тела павших воинов и хоронили. В Уфе прошел Российский нефтегазохимический форум. Его участниками стали около 200 компаний. По традиции, крупнейший форум сопровождался открытием нового объекта. Осуществлен запуск производства водорода на «Газпром» нефтехим «Салават». Ради Хабиров подчеркнул, что башкирский бензин, цитата, станет самым лучшим в стране. В новое производство водорода было вложено 8,5 миллиардов рублей. Мощность установки составит 25 тысяч кубических метров водорода в час.
Парковка в центре Уфы дольше 20 минут может стать платной. Исключение – выходные, праздничные дни и ночное время с 9 вечера до 7 утра. Депутаты Госсобрания проголосовали за. Второе чтение в башкирском парламенте законопроект прошел, но вызвал большой резонанс среди депутатского корпуса. Часть парламентариев считает, что закон еще сырой. В связи с этим было принято решение пригласить на третье чтение руководителя Госкомтранса Республики и вместе выработать единый алгоритм. Жители республики все чаще находят гигантские грибы, размер которых больше футбольного мяча, а вес достигает более 5 килограммов. Фотографии с необычными трофеями появились в социальных сетях. По мнению специалистов, такая аномалия активного роста грибов связана с обильными осадками, которые пришли в августе после засухи. В Бирском районе прошел фестиваль исторической реконструкции «Река времени». Участие в нем приняли около 200 реконструкторов из разных регионов России. Гости фестиваля смогли познакомиться с бытом кочевых башкир и обмундированием древнерусских воинов, стрельцов, солдат времен Петра I и Кутузова и бойцов Красной Армии. Изюминкой фестиваля стали масштабные постановочные бои с использованием пиротехники. Исторические здания в Уфе отдадут за рубль. Правда, новые владельцы будут обязаны за свой счет отреставрировать дома, воссоздав первоначальный облик и сохранив ценные элементы. Чиновники должны подготовить необходимые документы, и, возможно, уже в начале следующего года памятники архитектуры попадут в новые руки. Подробности в репортаже Анастасии Ильчебаевой. Усадьба Бухартовских в марте озарила в ночи улицу. Памятник деревянного зодчества частично был уничтожен огнем. Больше всего пострадала крыша здания, второй этаж. Виновники пожара не найдены. Быть уничтоженным огнем, к сожалению, для памятников архитектуры лишь вопрос времени. И единственное спасение, говорят краеведы, это найти новых владельцев. Усадьба Бухартовских вошла в перечень зданий, которые готовят к выставлению на торги. После изготовления эскизных проектов объекты будут выставлены на продажу на конкурсе по начальной цене, равной 1 рублю, и с обременением их к новому собственнику по реставрации в порядке и в сроки, которые установлены законом и договором купли-продажи. То есть будут подготовлены эскизные проекты того, в какой вид должны будут привести здание новые владельцы. На торги, помимо усадьбы Бухартовских, собирается выставить дом Судаковых на Аксакова, дом Степановых-Зориных по улице Чернышевского и еще 4 здания. И желающие приобрести эти дома есть. Не так давно в Башкультнаследие прошло совещание, несколько инвесторов изъявили желание взять памятники архитектуры под свое крыло. В принципе, даже крупные объекты, такие как дом Веденеева, тоже, если он будет выставляться на торги, найдет, безусловно, своего пользователя. Если там, конечно, не зарядят цену неадекватную, которая с учетом затрат на реставрацию просто будет экономически нецелесообразна. Да, затраты серьезные, они сопоставимы с приобретением новых площадей, но вместо обычной бетонной коробки вы получаете объект с историей, плюс с прилегающей территорией. Сначала будет разработан эскизный проект, уже после торгов вместе с новым владельцем будет создан рабочий. Но главное, говорят специалисты, это следить за тем, как будет проходить реставрация, чтобы не было повторения печального опыта. Или рушит исторический вид здания, то есть переоблицовывает его современными материалами, как завод фон Вакана, сейчас лакокрасочный завод на Зенцова. Там даже уже суд прошел, и владелец проиграл этот суд. То есть он обязан вернуть исторический вид, но он не возвращает, и все, что дальше с этим делать. Или было обещано сохранить, потом вокруг что-то строится новое, как дом Тихониных, который просто схлопывается и падает, естественно, в процессе стройки. К примеру, особняк Юдаевых на улице Октябрьской революции реставрируют уже повторно второй владелец. Первый во время работ частично уничтожил ценные элементы. Так что важно не просто пристроить здание с историей, но и следить за тем, как она будет разворачиваться дальше. Анастасия Ильчебаева, Дан Хамитов, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Чудо все-таки есть. На этой неделе 2 девочки со спинально-мышечной атрофией неожиданно закрыли сборы. Обеим для шанса на жизнь требовался самый дорогой препарат в мире за 160 миллионов рублей. Из 100 бесплатных уколов на весь мир удача улыбнулась полуторагодовалой Маргоше из Стерлитамака и Анелии из Кумертау. Еще неделю назад мы рассказывали об отчаявшихся родителей малышек, ведь сборы остановились. Чтобы реанимировать, семьи организовывали флешмобы и автопробеги. За судьбами смайликов следит наш корреспондент Радмир Азнабаев. Наша дочь будет жить. Спасибо всем большое.
Слезы отчаяния сменили слезы радости. Равгудиновы последние месяцы только и жили ради этих двух слов. Сбор закрыт. Полуторагодовалая девочка пока не понимает, почему все вокруг то плачут, то смеются, а ее родители ночами не могут сомкнуть глаз, не могут поверить, что чудо все-таки бывает. Анелия стала участником уникальной лотереи от компании Novartis, которая производит самый дорогой препарат в мире – Золгенсма. Благодаря этой акции спасительный укол стоимостью в 160 миллионов рублей случайным образом получат всего лишь 100 детей со всего мира. И список счастливчиков на этой неделе пополнила малышка Анелия. Я даже, честно, не поняла. Мне звонит врач и говорит, это ваш номер, там, вот этот вот лотерейный. Вы, говорит, участвовали в лотерее, вы выиграли. Я говорю, в какой лотерее? Вы, говорит, Золгенсму выиграли. У меня там истерика, у меня слезы счастья. Блин, это такой шанс, это один шанс на миллион, действительно, потому что 100 доз это на весь мир. И наш ребенок этот шанс и вытянул. За 2 месяца Равгудиновым удалось собрать почти 10 миллионов рублей. Малую часть от этой суммы молодые родители решили оставить на реабилитацию Анелии, а остальные средства разделить между смайликами из республики, которым повезло меньше. Так ласково называют детей со спинально-мышечной атрофией, от аббревиатуры СМА. Мы хотим с трепетом и огромной радостью сказать, что наша Маргоша выиграла в лотерею препарат Золгенсма. Мы объявляем сбор закрытым. Лотерея от Новартиса подарила шанс на жизнь и полуторагодовалому смайлику из Стерлитамака. У Маргоши тоже спинально-мышечная атрофия, но первого типа. Она уже не может сидеть и держать голову. Болезнь съедает ее очень быстро. Контюковы организовывали мотопробеги и ярмарки, но сбор замедлялся, а СМА прогрессировала. Родители девочки подали заявку на участие в лотерее в июне, а еще месяцем ранее врачи из Стерлитамака даже не давали шансов Маргоше. Однако уже родители уверены, что малышка будет жить. Спасительный препарат Золгенсма ребенок получит уже в этом году. На протяжении 4 месяцев мы просыпались и засыпали с одной мыслью о том, что мы мечтаем выиграть этот препарат Золгенсма бесплатно, потому что на данный момент сбор у нас шел очень плохо. Случилось чудо, иначе это никак не назвать. Действительно чудо, ведь с момента запуска мировой лотереи из России выиграли дорогостоящий укол всего лишь 6 смайликов, 3 из них из Башкортостана. Билет в новую жизнь для больных детей из республики помогает получить уфимский врач-невролог Айгуль Яникеева. Те, кто получил положительные результаты, что они подходят для этого препарата, и им были присвоены номера. И по этим номерам уже проводился слепой розыгрыш без указания имен, возраста, места проживания. Первой счастливицей еще месяц назад стала Полина Елсукова из Белорецка. Уже в октябре ей ведут вакцину в одном из федеральных медицинских учреждений. На подобное чудо надеются еще 2 смайлика из Башкортостана. Это Аскар Исхаков и Амира Мустафина. Именно между ними разделят собранные деньги родители девочек, которым повезло чуть больше. Реквизиты для помощи указаны на ваших экранах. Любая сумма может спасти жизни малышей. Радмир Азнабаев, Азат Ишбулатов и Родион Матвеев. Итоги недели. Кумертау, Стерлитамак, Белорецк и Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на канале БСТ. До встречи в эфире.